Архитектура дружбы. 12-метровая колоннада станет новой достопримечательностью Уфы и украсит набережную белой. Точная копия сооружения в Сухуми будет символом дружбы народов Башкортостана и Абхазии. Когда ждать открытия и как продвигается строительство, узнал наш корреспондент. Пока одни рабочие готовят металл, другие заливают бетон внутрь колонн. В скором времени здесь приступят к устройству монолитной балки. Нижняя часть колоннады уже дает представление о том, каким будет сооружение. Оно будет облицовано натуральным камнем, который везут из Киргизии. На сегодняшний день поставлено около 70% всех каменных изделий. В ближайшее время ожидаем оставшихся материалов. То есть это общая номенклатура составляет более 300 видов элементов. Размер сооружения составит около 12 метров в высоту, длина около 30, ширина достигнет 6 метров. Она будет точной копией колоннады в городе Сухуми и станет одним из главных украшений набережной. Сооружение будет смотреться величественно как с берега, так и с палубы теплохода. Люди с нетерпением ждут открытия. Необычная, красивая колоннада, и я думаю, что она впишется в общую вот эту вот красоту набережной. Будет очень самое прекрасное место. Это будет украшением всего города. Я думаю, намного добавит красоты. Жителям будет комфортно там гулять по вечерам. Будет привлекать как гостей Уфы, так и местных жителей. Еще один повод прийти сюда, погулять вечером или днем с детьми, всей семьей. В прошлом году, в День Республики, в основание будущей колоннады первый камень заложили глава республики Ради Хабиров и президент Абхазии Аслан Бжания. Тогда и было объявлено, что сооружение станет символом дружбы народов Башкортостана и Республики Кавказа. Символично, что колоннада появится рядом с монументом дружбы. Вот сзади вас, перед нами, монумент дружбы. Его воздвигли к 400-летию дружбы башкирского и русских народов. И сейчас мы закладываем очередную страничку дружбы. Это будет знак вечной дружбы наших народов. Нам есть чем гордиться и есть что хранить. Я с большим удовольствием сегодня приехал к вам, в вашу замечательную республику, для того, чтобы принять участие в этой церемонии. Появится еще одно символическое место, которое будет вызывать положительные эмоции. Низкий поклон за ту поддержку, которую народ Башкортостана оказывал Абхазии. А ведь Башкортостан и Абхазию связывает дружба длиною более века. В 20-е годы прошлого столетия Абхазия стала первой, кто помог Поволжью, когда разразился голод. А уже в 90-е Башкирия протянула руку помощи братскому народу, оказывая им гуманитарную помощь. Республика Башкортостан оказала всемирное содействие в условиях абхазско-грузинского конфликта в виде продовольствия, предоставления продовольствия, поддержки, подготовки специалистов. И вот эта тенденция, этот тренд, он сохраняется и сейчас. И колоннады, памятники, они носят, конечно, определенные затраты несут, но они воспитывают существующие и будущие поколения людей своим вот присутствием. Чувство братское, действительно искреннее чувство к башкирскому народу, когда нам стало очень тяжело, вот когда Грузия напала, вот эта беда, война пришла к нам, они вот действительно были рядом с нашим лидером, и они всячески помогали. Нам нужны были врачи в области культуры, искусства, да. Мы посылали туда на учебу, на бесплатное обучение, не только обучать врача и режиссеров, и воспитывали. Это огромная благодарность. Дружба развивается. По поручению Радия Хабирова проект «Башкирское долголетие. Туризм» заработал в новом направлении. Для граждан старшего поколения теперь есть возможность посетить Абхазию. В день празднования юбилея столицы запланировано торжественное открытие колоннады, которая станет, по сути, порталом дружбы, соединяя Уфу и Сухуми. Эмиль Басарей, Виолетта Ахмадуллина, Артур Ханов, Руслан Галямов и Иван Шабрин. Новости Уфа.